И обращаясь ко всем, кто нас слушает, к верующим, неверующим, я прошу лишь одного. Не учите меня жить, тужить. Я тут сам разберусь, как мне жить, тужить, с кем дружить, с кем не дружить, с кем мириться, с кем враждовать, с кем воевать, как зарабатывать деньги, кого обделить, по сути кинуть, да, обмануть и так далее. Вы там молитесь, ну и молитесь себе дальше. Поститесь, ну поститесь себе дальше. Мусульмане, традиционные, обратите внимание, и даже соблюдающие могут гордо заявить, что они покорились Господу миров. Что они мусульмане. Тот, кто сказал, если бы не моя собака, то бы меня сегодня обокрали. Простые, банальные вроде бы как бы слова, да. Сегодня кто-то может сказать, если бы не моя сигнализация, там, меня бы обокрали. Еще что-то. Он уже этими словами впадает в ширк. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания. Запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не понимаете назидание? Дорогие братья, самый большой великий грех, самый большой великий грех – это ширк, все вы знаете, предавание Аллаху сотоварищей. Это тот самый грех, который не будет прощен человеку в судный день. Не будет ему прощен, если он покинет этот мир мушриком. Как об этом сказал сам Всевышний Аллах в своей книге «Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Аллаху, тот измышляет великий грех». В древности люди поклонялись идолам, истуканам. То есть этот ширк, он был очевиден. Хотя это явление, в принципе, оно сохранилось и в современном мире, в современное время. Этот ширк, то есть идолам и так далее, он очевидный. И казалось бы, сегодня, да, суперсовременный человек, а еще хитро там, агностики, да, есть люди, которые называют себя агностиком, он вроде как верит, но типа сомневается. По сути не верует, конечно же. Может громко заявить, что типа я не многобожник. Мусульмане, традиционные, обратите внимание, и даже соблюдающие могут гордо заявить, что они покорились Господу миров, что они мусульмане, но на самом деле при этом могут впадать в ширк. Могут впадать в ширк. Неявный, неочевидный, скрытый ширк. Обратите внимание, что говорит Всевышний в своей книге. Большая их часть верует в Аллаха, Аллах говорит, большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. Это слова Всевышнего, сура 12, аят 106. То есть, Аллах Субхану ва Тааля говорит, многие люди веруют в Аллах, но при этом впадают в ширк. О чем же речь? А речь, дорогие братья, о том, что сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в известном хадисе. «Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-ширку ал-асхар». Самое большое, что я опасаюсь за вас, это малый ширк. И сподвижники спросили, «Ома аш-ширку ал-асхар, я Расулаллах». Что такое малый ширк? Что такое предавание Аллаху сотоварищей? Малое предавание. О посланника. Он сказал рия, двуличие. В другом сообщении, я говорю сообщение специально, это не хадис, он слабый хадис, но это сообщение, которое приписывается
К одному из подвижников, Шаддаду ибн Аусу, еще раз, это слабый хадис, сказано то же самое, начало то же самое. Самое большое, что я опасаюсь по отношению к своей умме, эль-ишраку билля, предавание Аллаху сотоварищей. Однако я не говорю, что они будут поклоняться солнцу или луне или идолу, однако будут совершать деяния не Аллаху. Да? И эти смыслы заложены в многих аятах на самом деле. В том числе и в суре Каф. «Скажи, воистину я такой же человек, как и вы. Мне внушено откровение о том, что ваш Бог, Бог единственный. Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и никому не поклоняется наряду со своим Господом». Великие ученые, праведные предшественники этой уммы что говорили? Они говорили, что ширк в этой умме, он скрытый ширк, подобен муравьям темной ночью, бегающим по темным камням. Незаметный ширк. Тот, кто поклялся не именем Аллаха, предал Аллаху равных. И даже приводятся такие сообщения интересные. Тот, кто сказал, если бы не моя собака, то бы меня сегодня обокрали. Простые, банальные, вроде бы как бы слова. Да? Сегодня кто-то может сказать, если бы не моя сигнализация, там, меня бы обокрали. Еще что-то. Он уже этими словами впадает в ширк. Малый. Тот, кто повесит на себя что-то, в надежде, что то, что он повесил на себя, вот это как-то его спасет, убережет, уже совершил малый ширк. Тот, кто выпил таблетку, принял какое-то лекарство, надеясь на то, что это лекарство его исцелит, и сказал, вот это лекарство меня исцелило, уже он на грани. Это малый ширк. Он может не вывести, в зависимости от намерения, может вывести, в зависимости от намерения, в зависимости от того, что скрыто за этими словами. Итак, дорогие братья, то, на чем я пытаюсь обострить ваше внимание, что в современное время, в том числе и для этой уммы, для каждого нас, это супер актуальная тема. Скрытый ширк. И в современное время человек может стать глухим, слепым, может обожествить свою страсть. Это еще более страшная штука, еще более незаметная штука. Как об этом сказал Всевышний Аллах. Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании знания, запечатал его слух и сердце и бросил на его взор покрывало. Кто же наставит его на прямой путь после Аллаха? Неужели вы не понимаете назидания? Саади, комментируя этот аят, начинает этими словами. Эти заблудшие совершают все, чего желают их порочные души. И не думают о том, доволен этим Аллах или нет. И завершая уже эти мысли свои, комментарии, он говорит, но Аллах не поступил с ними несправедливо. А они сами поступили к себе несправедливо. Их злодеяния отдалили их от милости Всевышнего. И обращаясь ко всем, кто нас слушает, к верующим, неверующим, я прошу лишь одного. Задумайтесь, размышляйте над этим. Почему же многобожие является этим великим грехом? Кто-то скажет, убийство там самый великий грех. Кто-то скажет, прелюбодеяние самый великий грех. Нет, ширк самый великий. Почему? Ответ на самом деле прост. Так как многобожие разлагает человечество, в целом разлагает человека, разлагает людей, разлагает общество, разлагает все вокруг нас, подле нас. Именно оно, именно в широком смысле этого слова, как я это сейчас пытался объяснить, оно позволяет человеку совершать сотни, тысячи, миллионы, миллиарды несправедливостей.
Ибо по умолчанию ширк это есть зульмун азим, самая великая несправедливость. И люди могут оправдывать убийство, захваты чужих земель, воровство. Чем? Своими красивыми какими-то идеологиями. А по сути это что? По сути это извращение. Чем? Женщинами, деньгами, властью, которая может ослепить человека и довести до того, что он будет обожествлять, а на самом деле станет рабом самого себя. А ведь если мы признаем одного, единственного Аллаха, Творцом всего сущего, обладателем всех прекрасных атрибутов, неподражаемых имен, одного единственного Бога, достойного поклонения, на самом деле человек тем самым обретает свободу, настоящую свободу, счастье в обоих мирах. Ведь эта жизнь состоит из двух частей: права Аллаха, права людей, как это коротко делит исламское право. Обретя веру в единственного Бога, человек обретает на самом деле некое величие, сакральное величие, в смысле связи со Всевышним, что соответствует понятию раббани в исламе. И это величие ярко прослеживается в словах Умара ибн аль-Хаттаба, который что сказал? Интересный случай. Они шли, направлялись в Шам. По некоторым риваятам направлялись к Иерусалиму. Блокада шла. И они дошли с Абу Убейдой до брода. Омар был верхом на верблюдице. Тут он слез, снял обувь, положил ее на свое плечо, взял верблюдицу за уздечку и начал пересекать брод. Абу Убейда сказал: о повелитель правоверных. У них было одно верховое животное, по очереди, да? Они ехали. Ты так поступаешь, снимаешь обувь, кладешь ее на свое плечо, берешь верблюдицу за узды, пересекаешь вот так брод. Меня не радует мысль о том, что здешние люди встретят тебя в таком виде. Омар ответил: эх, если бы это сказал кто-то другой, Абу Убейда, то я бы наказал его, чтобы это стало назиданием для общины Мухаммада. Мы были самым униженным народом, и возвеличил нас Аллах посредством ислама. И в чем бы мы ни искали величия, кроме того, чем нас возвеличил Аллах, Аллах нас унизит. Что же мы имеем в современное время, дорогие братья? Когда человек извращен, как я уже отметил, своими страстями, даже если мы опускаем идолов, истуканов и так далее, деньгами, властью и так далее. Мы имеем такую картину. Вы там молитесь, да, там, ну и молитесь себе дальше. Поститесь, ну и поститесь себе дальше. То есть не учите меня жить, тужить. Это могут говорить традиционные мусульмане. Еще раз подчеркиваю. Я тут сам разберусь, как мне жить, тужить, с кем дружить, с кем не дружить, с кем мириться, с кем враждовать, с кем воевать, как зарабатывать деньги, кого обделить, по сути кинуть, да, обмануть и так далее. По сути так получается. В таком случае вопрос: чем мы отличаемся от многобожников, язычников? Чем? Названием, формой. Именно поэтому Всевышний говорит: о, те, которые уверовали, принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину он для вас явный враг. Поистине в день джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Фастагфируллах ли ва лякум. Дорогие братья, в современное время ислам обвиняют во многих стереотипах. Вокруг единственной веры во Всевышнего Аллаха, которая начинается, да, с Адама, продолжается всеми библейскими пророками: Ноем, Лутом, Авраамом, Исааком, Яковом, Иосифом, Моисеем, Иисусом, Мухаммадом, мир им всем. Она что? То есть ее облепили стереотипами. Выстроили столько всего вокруг этого, что это прекрасное дерево с прекрасными бутонами, с цветами, плодами, дарующее жизнь в обоих мирах, выглядит в глазах современного человека засохшим. И нужно сфокусировать зрение, чтобы увидеть эту красоту, увидеть эти плоды, увидеть эту жизнь. Конечно же, в этом есть большая
вина многих мусульман. Но всегда надо понимать, что ислам, мусульмане — это разные понятия. Не каждый мусульманин на самом деле достоин того, чтобы называться этим именем, причислять себя к числу покорившихся Богу. И почему так происходит? Потому что происходит это люди, потому что извращаются всеми этими вещами, которые я упомянул. Деньгами, властью и так далее. Таким оно выглядит современное рабство. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас спас от ширка, большого и малого, чтобы Он возвеличил ислам и мусульман.